Президентов Таджикистана и Кыргызстана попросили прекратить агрессию и взять ответственность за переговорный процесс на себя. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что предлагают люди. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Наши народы, Кыргызстана и Таджикистана переживают очень трудные времена, кризисные времена. Нам было очень тяжело в это время встречаться и провести работу, но тем не менее, по поручению наших глав государств мы провели данное мероприятие. Свое обращение опубликовали представители гражданского общества к президентам Таджикистана и Кыргызстана. Мы, представители гражданского общества наших стран, обращаемся к вам с надеждой и верой, что наши идеи и порывы будут услышаны, и мы все вместе найдем мирные и конструктивные пути выхода из очень тяжелой ситуации. То, что произошла трагедия на приграничных районах, она никогда не должно повториться. Наши народы имеют общую историю и религию, многолетний опыт мирного взаимодействия и дружбы. Мы вместе проходили через тяготы военных лет, период Великой Отечественной войны, вместе пережили и продолжаем переживать тяготы распада единого советского государства, а также мы вместе преодолевали трудности гражданского конфликта в Таджикистане и находили пути мирного урегулирования этого конфликта в 1992-1997 годах. И сегодня многие этнические таджики и этнические кыргызы проживают на территориях обеих стран. Народы очень дружны, они особую какую-нибудь претензию между собой не имеют. Мы должны, политики, решать на правовых основ все вопросы и дать возможность нашим народам жить в традиционном мире и дружбе. Помимо общей истории у нас еще общее будущее, которое мы творим с вами вместе здесь и сейчас. В этой связи мы обращаемся к вам, как к руководителям наших стран, главнокомандующим армией и гарантам Конституции соблюдения прав человека в наших странах. Мы призываем к немедленному прекращению любых военных и агрессивных действий обеих стран. В первую очередь страдает население Сагдийской и Баткенской областей, и гибнут мирные жители и военнослужащие, в том числе проходящие срочную службу по призыву. Как вы относитесь к таким словам? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Обращаем ваше внимание на следующие последствия этого конфликта и предлагаем ряд мер для его урегулирования. Право человека на жизнь и безопасность является неотъемлемым правом, которое вы обязаны обеспечить. Просим вас, как гарантов прав и свобод человека, взять полную ответственность за переговорный процесс и его результаты. Трагические события последних дней впервые в истории наших отношений нарушили принцип добрососедства и дружбы. Просим вас разрешить вопросы делимитации и демаркации государственных границ только за столом переговоров и более никогда не прибегать к использованию силового метода. Мы с сожалением отмечаем, что на текущий момент закрытость процесса переговоров и отсутствие достоверной информации о ситуации приводит к эскалации конфликта. В связи с этим мы призываем обеспечить своевременность информации о ходе и результате переговоров. Состав переговорных комиссий между нашими странами должен включать представителей из гражданского общества, включая женщин. Просим вас предоставлять населению проверенную и правдивую информацию и работать как через традиционные СМИ, так и в социальных сетях. Мы просим поддержки в оказании содействия институтам и активистам гражданского общества со стороны государственных органов. Помимо этого, участники выступили с заявлением для гражданского общества, в котором, в частности, делаются рекомендации немедленных действий. Создать экстренную группу из числа представителей организаций гражданского общества и гражданских свобод. Проводить ежедневный мониторинг социальных сетей с целью недопущения распространения враждебных призывов, провокационных, недостоверных и дезинформирующих материалов, использующих язык вражды и ненависти, предотвращать появление и циркулирование таких материалов путем распространения достоверной информации и объединения усилий факт-чекеров обеих стран для вертификации информации. Вовлекать молодежь стран в миростроительство и предупреждение конфликтов, проводить совместные исследования и анализ ситуации с целью выработки рекомендаций для принятия мер по предотвращению риска возникновения конфликтных ситуаций. Вы согласны с такими заявлениями? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Усилиями наших уважаемых соседей и нас, даст Бог, наступит полная тишина, мир и спокойствие в наших странах. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.